Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 15 февраля, понедельник. На часах в Якутске 19:09, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Мы рады будем вашим звонкам в наш прямой эфир сегодня, как всегда, по понедельникам, по телефону, по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, 35 33 10. Сегодня у нас в гостях руководитель управления Республики Саха-Якутия по лицензированию, извините, что я читаю, это длинно очень, да, и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции Матвей Лыткин. Матвей Иванович, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Да. Матвей Иванович, алкогольная политика реализуется в республике с 2010 года. Давайте начнем с этого. Какие-то общие показатели, я не спрашиваю, может быть, каких-то конкретных, но общие показатели реализации этой политики. Это связано с концепцией Российской Федерации, который принят в 2009 году. И начиная с 2010 года действительно произошли вот такие ограничительные меры, были приняты. На сегодня что можно сказать? Можно сказать о среднедушевом употреблении алкоголя. Она сократилась на сегодняшний день на 8,2%. Сколько нужно сокращать? Да? Например, в этой же концепции Российской Федерации, утвержденной правительством Российской Федерации, говорится о цифрах в пределах 60% мы должны сократить до 2020 года. А мы сегодня имеем 2016 год и всего лишь 8,2%. Давайте мы примем телефонный звонок, чтобы наш зритель не ждал, а потом у меня будет к вам вопрос в связи с этим. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте свой вопрос нашему гостю, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Семен из города Якутска. Ваш вопрос. У меня такой вопрос, да? Вот в районах тоже всяких много алкогольных маркетов, да? И вот там продают тоже контрафактную продукцию, алкоголь. У вас с организацией кто-нибудь проверяет районы на предмет качества алкогольной продукции? Спасибо за вопрос. А если проверяют, то как часто это происходит? Да, это вопрос и проблема общенациональная, можно сказать. Да? Сегодня говорится о том, что даже на уровне Российской Федерации в этот процесс включился и глава, президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации. И цифра где-то около 50-60% нелегальной продажи. К сожалению, сегодняшний день таких эффективных инструментов пока нет, но вот на подходе вообще-то должен был уже заработать федеральный закон единой государственной автоматизированной системы, сокращенно ЕГАИСТ. Он должен был с 1 января включиться, но в связи с тем, что регионы очень слабо подключены к этой системе, она продлена до апреля месяца. Ну а выездные проверки устраиваете? И тогда что получится? Тогда каждая бутылка алкоголя, произведенная там в конкретном месте, вплоть до продажи конкретному человеку, будет следиться через интернет по вот этой автоматизированной системе. И тогда кто продает вне вот этой системы, уже нелегальные продажи. Я думаю, что эта система будет работать, и она как раз выявит вот это вот объем нелегальной продажи. С 1 апреля вы сказали? С 20 апреля уже вступит. До 31 марта она дана вот эта просрочка на подготовление. Типа тестовая будет такая, да? Кстати говоря, в нашей республике в начале декабря было письмо с федерального центра о том, что очень слабо подключаются наши предприниматели в этой единой системе. Было всего лишь 3%. На сегодняшний день мы имеем и семинары проведены, и работа определенная проведена, и сегодня мы имеем 47%. Ну хорошо, это дело добровольное, их подключение к этой системе? Да, это добровольно-принудительное, потому что без этой системы дальше работать будет невозможно. Ну то есть лицензию они не получат просто, да? Понятно. А вообще, какова ситуация? Вот мы заговорили в самом начале программы о сокращении и о дальнейшем сокращении. Что надо сократить к 2020 году? Да? Какова ситуация вообще с уровнем вообще потребления? Это нам надо всем понимать, и те, кто продают, и те, кто контролирует, и вообще все жители республики должны понимать, что ситуация с алкоголем абсолютно не мягкая, абсолютно
ненормальная, у нас ситуация очень сложная. Мы в рейтинге Российской Федерации находимся где-то от 66 по 70 место Из 85 по уровню субъектов. алкоголизации населения. Из да. 85 субъектов. Да, и Да. совершенно правильно, в этой ситуации надо принимать конкретные меры. Вот давайте о конкретных мерах. Да, конкретные меры. Я хочу сказать, что насколько вот зрители интересуются, по данным Всемирной организации здравоохранения, у нас сегодня по Российской Федерации уровень употребления алкоголя 14-18 литров. Это 2 раза превышает предельно допустимую норму, Ну, это в которую, год? Да, это в год? которую да, считает и подсчитал Всемирная организация ВОЗ, здравоохранения. да, Да, вот здравоохранение. после, вот, например, если мы сегодня имеем в среднем 15 литров, да, то после 8 литров уже идет полная деградация, генетическая деградация любого этноса. Вот почему принята концепция Российской Федерации, где говорится, что до 2020 года мы должны сократить на почти 60%. Да. Вы сказали. У нас еще один звонок, мне подсказывают из Алдана. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. И ваш вопрос гостю. Алло, Да, здравствуйте. здравствуйте. Я из Алдана. Вот хотела бы задать вопрос. Вообще был до этого разговор, что все виноводочные магазины вынесут за пределы города? Потому что вот у нас в городе, да, ребенок отморозился, родители в 3 часа ночи пошли за виноводочными. У нас в городе можно купить виноводочные в любое время дня и ночи. Никто не соблюдает этот порядок с 2 до 8. Если вынести все вот эти вот магазины за пределы города, или хотя бы запретить ночную торговлю в магазинах вообще, потому что нет уже сил смотреть на все это. Спасибо. Как продают, как это дети пиво покупают. И вообще, ну, в общем, нарушений, конечно, очень много. Спасибо за вопрос. Да, очень, очень актуальный вопрос. Действительно, разговоры шли даже со стороны предпринимателей, которые занимаются этим делом. Потому что предприниматели тоже видят, и где-то кому-то там позволено, а кому-то не позволено. Да? Поэтому их вот этот вопрос всегда волнует. И даже были такие высказывания, что всех надо за пределы города. Как это делается? Это делается муниципальным образованием, принимается прилегающая территория по прямому способу расчета. Например, на сегодня вот глава республики рекомендовал в своем распоряжении о том, что муниципалитеты рекомендуются, если поселение или город более 1500 населения, то рекомендуется 300 метров, не менее 300 Матвей метров Иванович, по прямому способу прямому, да. расчета. Если сегодня в городе Якутске вот эти параметры включить, то очень многие пойдут как раз вот за Матвей город. Иванович, ну вы возьмите на карандаш себе город Да, Алдан, да. кстати говоря, и, между прочим, звонок-то тревожный, Да. так мягко сказать. Спасибо за вопрос. Кстати, вот у меня был вопрос, собственно говоря, опять же, исходящий из послания главы республики об антиалкогольной политике в разрезе ее влияния на предпринимательскую среду. Мы не вводим сухой закон, мы наводим порядок в этой сфере, в интересах людей, в интересах большинства жителей Якутии. Этого требует народ. Вот, собственно говоря, я хотел спросить, насколько вы чувствуете, что это требует народ, и ну, я уже прямо сейчас по звонкам просто это чувствую, на да, самом деле. да. Это действительно, и тогда в этом разрезе, а сколько поселений уже отказались от Вот вообще от продажи да, на своей территории? Представляете, тут уже ряд поселений уже не ведут разговор, сколько метров. Да. Есть поселения, которые приняли депутаты, целые депутаты приняли расстояние 25 метров. Думая о том, что вот этим 25 метрам, да, они оградили от своих детей от алкоголя и табака. Значит, сегодня я уже не могу сказать точно, да, но порядка 20 уже поселений полностью, уже 10-12 уже полностью запретили, и еще на подходе, которые, те поселения, которые говорят о том, что нам не нужен вот этот легальный алкоголь, и нелегальный алкоголь, что вообще они полностью запретили продажу алкоголя. И мы сейчас наблюдаем этот процесс, мы должны действительно смотреть, какие процессы, какие изменения. Буквально вчера, позавчера мы были в Намском Улусе, Хатар-Наслик, да, и там, ну, цифры же вещь упрямая.
Там, например, до того, как запретили обращение граждан к участковой больнице, к участковому врачу, было где-то около 2000. После того, как запретили, на сегодняшний день, по итогам 2015 года, только 1000 обращений. То есть 2 раза сократилось. Ну, там они привели, вот сегодня меня коллеги смеются, говорят, значит, я привел цифры, где поголовье увеличилось. Да. Поголовье коров, лошадей увеличилось. Люди приезжают с города уже в деревню обратно, занимаются сельским хозяйством. Все пашни там уже обрабатываются. Я эти цифры привожу, они меня смеются. Как, тогда никому денег не надо, вам надо и запрещать. Действительно, вот такие позитивные изменения происходят. И самое главное, преступность. Как Про только преступность, про преступность сейчас поговорим. Звонок, пожалуйста, будьте добры, представьтесь и ваш вопрос гостю. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а как будет происходить регулирование работы ночных клубов? Вот на фоне магазинов кажется, да, что с магазинами идет какая-то борьба, а с ночными клубами, вот типа приюта Бодливой козы, от которой нет покоя всему кварталу, идет круглосуточная продажа алкогольных напитков. Круглосуточные скандалы, драки. От магазина нет такой проблемы, а вот от этих вот заведений очень большая проблема. Спасибо за вопрос. Спасибо за Да, вопрос. я как раз перед тем, как сюда идти, Ну да, магазин спрашивал, запрещает. спрашивал неоднократно своих коллег, на что они ответили, что мы уже неоднократно проверяем. Они соответствуют требованиям лицензиата. Да. Соответствуют. И сегодня мы же не говорим, что там, нарушая закон, мы должны вот всех как бы в одни ворота, да? Наоборот, если предприниматель соответствует закону, то мы уже как бессильны, получается. Угу. И таким образом закон имеет очень много вот таких пустот, через которые кафе превращается... Но здесь уже сложнее отрегулировать, наверное. Кафе превращается в ресторан. Сейчас, например, по закону, по дополнительным ограничениям 2015 года, значит, круглосуточную продажу имеют право те заведения, которые подпадают под ГОСТ ресторан. Ресторан. Да, если мы проверили, они соответствуют под ГОСТ этого ресторана, значит, они имеют право. Все остальные до свидания, да? Все остальные, да. У нас еще один звонок. Ну, давайте, тема такая. Пожалуйста, представьте себе ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Денис. У меня вот такой вопрос к вам. Вот есть ограничения по метражу, да, там от там, учреждения, от всего, да, вот, метраж. вопрос. А что это меняет? Вот, допустим, 100 метров, 25 метров. Вот если человек хочет купить алкоголь, как я понимаю, он пойдет и его и купит, правильно? 100 метров пойдет, 50 метров, ему без разницы. Мы о том же и говорили, да. Не проще ли, на самом деле, бороться с этим не запретами, а, допустим, пропагандой здорового образа жизни? Или еще что-то в этом роде? А вот, кстати, хороший вопрос. Спасибо вам большое. Да, правильный вопрос. Значит, научно установлено, что есть 2 пути к этому. Действительно, одними ограничениями мы ничего не добьемся. Значит, тут нужен подход методом пресса. С одной стороны, это ограничительные меры, с другой стороны, это разъяснительная работа. Дело в том, что когда мы убираем доступность, да, что происходит? Значит, когда убирается доступность, употребление алкоголя, вот как ни странно, оно снижается. И сегодня мы наблюдаем, вот разница 2014 и 2015 года уже 5%. Уже изменения. Да? Да. Это очень серьезно влияет, например, мы сегодня часто слышим, когда 1 августа 2015 года во всех жилых домах, многоквартирных, с первого этажа ушли алкогольные маркеты. Да? Что произошло? Человек идет с работы, если по пути там ларек, пиво, алкоголь, он захватил и пошел домой себе перед телевизором. И это. А если его нет, он и не обращает внимания. Вот какое свойство, идет домой, собственно, вот какое свойство уже, имеет алкоголь. Да, алкоголь вот, значит, имеет наркотическое свойство, но вот именно по доступности он как раз поэтому во всем мире вот именно методика ограничения доступности очень хорошо срабатывает. Ну да, алкоголь — это наркотическое свойство, но тот же Авиценна говорил, что
вино относится к разряду лекарств. Правда, с этого времени прошло уже много тысяч лет, так что можно с ним поспорить. Нет, с официальной у нас насечью. в России очень много известных ученых, как Иван Петрович Павлов, Сеченов, Веденский, Бехтерев, который открыл первый институт мозга. Да, они все в один голос говорят, нет ни одного грамма полезного алкоголя. Алкоголь – это и есть разрушающий яд нервно-паралитического действия. Да, да. Скажите, пожалуйста, мы говорили о преступности и так договорились вернуться к этому вопросу. Но вот давайте все-таки вот этот вот момент. Да, в 2015 году количество пьяных преступлений выросло на Да, 7,6%. Будьте добры, я понимаю, что вы давали уже комментарий, Да, но давайте да. еще раз. Ну вот смотрите, если взять по пьяной преступности, я хочу вот здесь вам прямо зачитать тяжких и особо тяжких преступлений. В состоянии алкогольного опьянения сократилось по сравнению с 2014 годом на 15, это на 15%. Хорошо. Так. Убийств с покушениями сократилось на 29%. Значит, изнасилование с покушением на 38%. Так, дальше разбои в алкогольном опьянении сократились на 43%. Матвей Иванович, статистика Да, вот эти, понятна. это да. данные МВД Республики. А выросла за счет чего статистика Ну показывается? да, видите как, выросло, кто-то это использовал и сразу дал такую информацию в интернет. А выросло за счет того, что с 1 июня 2015 года в силу вступил закон о уголовной ответственности при пьяной вождении. То есть уже не, собственно, не административное вождение, а уголовное, и поэтому это попадает в статистику. Преступность уже увеличилась. Конечно. Значит, вот о чем хотел спросить еще. Дистанционный способ продажи алкоголя. Как, собственно говоря, вот с этим в Государственную Думу внесен проект, законопроект, собственно, вот в этом. И депутат, внесший законопроект, считает, что необходимо частично легализовать продажи дистанционным способом, но ввести жесткое государственное регулирование. Согласились бы вы с этим? Ну, понимаете, кстати, контрафакт, да, это в основном понимаете, дистанционное. сейчас идет пора предвыборная. Очень депутаты активизировались, всякие законы. Значит, и закон о 21 годе, да, вот запрет возрастной ценз, да, он до сих пор не принят. Хотя очень такой нормальный, позитивный закон, он еще не принят, да. Значит, то, что касается вот вашего вопроса о бутлегерстве, да, мы сделали опрос населения. Очень быстро, меньше минуты осталось. Да, у нас по бутлегерству, если ответить конкретно, да, то готовится дорожная карта Дмитрия Анатольевича Медведева, где говорится о том, что сейчас сайты, которые публикуют вот это бутлегерство, будут без суда, без следствия закрываться. Хорошо. Матвей Иванович, последний завершающий вопрос. Да, нет. На момент проведения игр «Дети Азии» временная продажа розничного алкоголя прекращается или нет? Это очень хорошая традиция. Времени нет. Да, не надо его забывать, его будет обязательно. Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели «Арену событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. Руководитель госалкоконтроля Матвей Лыткин был у нас сегодня в гостях. Помните, что Платон говорил, что пьянство – это добровольное самоубийство. Всего вам доброго. До свидания.